Заметили проблему? Хотите помочь другим? Зафиксируйте нарушение, отправьте на городской портал OneClick Якутск и следите за устранением. Сервис «Мониторинг проблем» — удобный инструмент для улучшения жизни в городе. За 5 лет решено более 5000 вопросов. В один клик. Всем добрый день! Вы смотрите «Мониторинг проблем», выпуск номер 1. С вами Марика Амосова. 18 января поступила заявка на городской портал OneClick Якутск от адреса Василия Манчары, номер 30. И мы идем туда. Управляющие компании год назад обратились, они наш дом приняли. В общем, поначалу они там мелкие нюансы устраняли, увидели то, что у нас тут сантехника аварийная, все. Вот. Начали как-то от нас отдаляться, в общем. Сначала вызывали, приезжали, а потом через 3 дня, бывало через неделю у нас там канализация начала мерзнуть, они не делали. Они потом нам трубу, проложили полностью. Все сделали вроде как, она сейчас перемерзла, они не смогли ее отпарить и нашли причину, чтобы от нас отказаться просто и все. Ага, скажите, пожалуйста, когда это объявление появилось? Вчера. Вчера. Буквально вчера мы звонили в управляющую компанию и в управу промышленного округа, и после этого, видимо, они заявили уже официально. Да. Угу. Они нам еще до этого говорили, будете жаловаться, мы от вас откажемся. Угу. Скажите, пожалуйста, когда вы обратились в городской портал OneClick, это уже 19 января, и с этого числа, вообще, когда началось все это? Что именно? Течь, канализационная. Течь у нас в прошлом году постоянно какие-то проблемы. То, что сантехнику они нам обещали поменять летом. Мы им сказали, мы вам денег сколько надо дадим, говорю, поменяйте нам. Они да. И все это протянули до зимы. Я им сразу говорю, зимой будут проблемы с этим всем. Мы сказали, вам деньги возместим, сколько надо, заплатим. Они все обещали и не сделали ничего. И начали проблемы, они начали тут слесаря приезжать с матами, ваш дом, от вас откажемся, потом вообще не приезжали. У нас тут все затопило, лужа, это канализация вытекает, там в подвале вообще все через верх, они тут трубу отпарить не могли, я не знаю, у них то ли этих подручных средств никаких нету, то ли что. В общем, все способы искали от нас отказаться. А вы не пытались другую компанию найти? Другие управляющие компании, они берут только 5-этажные дома, каменные, большие, такие мелкими не занимаются. А это столичное, мы смотрели в интернете, у них отзывы плохие очень. Мы не одни такие, на Бабушкина там тоже подобные проблемы есть, с ними судятся и все. Управляющие тоже по такому же адресу, то есть где тоже управляющая компания столичная, тоже жалобы конституционные. Да. Они ищут легкие пути, принимают дома, такие, чтобы у них проблем не было, чтобы им просто деньги отчисляли и все, чтобы дом не проблема была. Они увидели наш проблемный дом, они все начали сразу от него открещиваться и искать много причин, чтобы от нас отказаться. Все. А за коммунальные услуги оплату принимают по сей день? Да. Еще звонили, вы не платите, что-то но мы платили, все, у них просто задержки с оплатой, перечислением какие-то были. Заявка о том, что уже с 3 января идет потоп канализационной трубы, и обращались в управляющую компанию, обращались в управу, и ничего не делается. Прокомментируйте, пожалуйста, эту ситуацию. На основании письма с 1 января 2018 года ЖКХ «Столичный» отказалась от данного адреса в связи с тем, что данный дом внесен в реестр многоквартирных домов. На основании этого они не выполняют эти заявки. В свою очередь попросили компанию Union, чтобы они оказали нам помощь. То есть следующее, получается, передали, да? Не то, что вы передали, аварийное прикрытие оказали. Временно, да? Да. Но в будущем, что взяли на обслуживание по
решения жильцов. Если они захотят, то, соответственно, Union будет их обслуживать. 2011 года стройки, да, то есть можно сказать, что новый, да, наверное, брать компании неправомерно отказывается от данного дома, потому что, в принципе, дом можно Содержать нормально. содержать, да, то есть проблема только в том, что он стоит не в реестре. А почему он там не стоит? Ну, это вот надо вопрос задавать кому кто обманул. И поэтому мы сейчас едем в управление. Управляющую компанию. Нет, управляющая компания уже отказалась, что 1 января этого года они уже не обслуживают. И повесили объявление только сегодня, либо вчера вечером, потому что мы вчера звонили в управление промышленного округа, и, видимо, они позвонили в управляющую компанию, и после появилось это объявление. Сейчас мы поедем в управление промышленного округа за комментарием состояния этого дома и дальнейшую судьбу. Там же, получается, мы, наверное, выясним, то есть нам прокомментируют, каким образом можно, получается, поставить данный дом в реестр, то есть, чтобы решить проблему людей. По поводу дома вот, Василия Манчары, 30, вот они сейчас, получается, не состоят в госреестре, да? У них когда-нибудь будет легализован дом? Ну, раз сейчас такая проблема всплыла, у нас все-таки досталось, что дом вообще никому не принадлежит, тем не менее люди там прописаны, они получают ипотеку. Каким образом вот оформляется ипотека, если дом обычно подлежит жесткой проверке со стороны тех же банков, прочих, тех, кто выдает вот эти ипотечные кредиты. Но они получили, тем не менее, там ипотеку. Поэтому тут вопрос на самом деле очень серьезный, большой, мы будем работать в этом направлении. Ага, еще раз скажите, пожалуйста, что передали временно на управляющую компанию, как называется? Юнион, да? Да. Буквально сегодня они вот устранили одну из аварий, которая там была. А так, поскольку там собственники, то есть инициатива от жителей должна быть. Поэтому, да, об этом он говорит, да, что каждый имеет кусочек земли, и он считается собственником. Мы находимся по адресу 50 лет Советской армии, 86/3. Этот дом общежития. Поступило заявление 16 января на портал OneClick Якутск на сервис мониторинг проблем, что более 2 месяцев не убирают в подъездах и сейчас находится в ужасном состоянии, и мы приехали посмотреть. А также заявитель сказал о том, что сколько раз обращался по вопросу детской площадки. Здесь его нет. Находится рядом также похожий дом общежиточного типа и этот дом. Сейчас мы спросим у соседей, в чем проблема, и поднимем также вопрос о детской площадке. Ну, мы здесь уже год где-то живем, даже больше, 1,5, наверное, года будет. И здесь уборка производится где-то раз, наверное, в 3 месяца или там, ну, короче, за год где-то раза 3, может быть, 4 от силы здесь убираются вот в подъездах. Причем вот в секциях вообще, ну, в смысле, на этажах вообще не убираются только там. И то это, вот, не знаю, то ли по заявкам чем-то, то ли еще как-то. Это еще люди стали более-менее сейчас тут аккуратно не оставляют банки с пивом, там ничего, раньше еще хуже все это было. Сейчас вот как-то более-менее мусора меньше стало. Но грязь, вот сами видите, какая. И я не знаю, вот мы платим за это все, а получается, ну, самой уборки-то и нет. Когда муж попросил их нам дать какую-то распечатку, то есть за что мы платим, сколько мы платим, уже несколько месяцев мы ждем ответа, его нету. Ни в письменном, ни в каком, ни в устном виде, то есть этого ответа нет. В том-то и дело, что эти квартиры еще муниципальное жилье находится в таком состоянии. Мы когда сюда заехали, мы отсюда полчища тараканов вытравили, мы поменяли полностью сантехнику за свой счет, мы поменяли полностью окна, двери, все поменяли, потому что все разбитое, все в таком состоянии, что жить здесь невозможно было. Ремонт полностью сами сделали, вот можете потом пойти посмотреть. И вот здесь вот тоже планируем уже делать ремонт, потому что невозможно, дети каждый день ходят вот через все это. Ну, во дворе куча детей, просто масса вообще детей. Я целый год добивалась, чтобы снесли сначала площадку опасную, которая там была железная, там можно буквально руки себе было отрезать. Она сейчас есть? Слава богу, ее убрали, но до сих пор мы не можем вот добиться, чтобы нам хоть что-то поставили. То есть должны были... Куда обращались? Ну, в управу обращались. Тут женщина ходила вот летом, в начале лета заявление. То
есть, ну, ничего пока вот нету. То есть заявление есть и на рассмотрение, но решения никакого нет, да, еще? Нет решения. Ждете? Хотя детей здесь куча. Вот, На в 2 наших дома. 2 домах вообще. И территория для площадки тоже, в принципе, есть. Есть, конечно. Считается, что вот такая ситуация, да, конечно, не единичный случай, думаю, в городе, да, но если они будут, получается, организованы как-то советы дома, получается, да, там более активную жизненную позицию контролировать, да, свои дома, соответственно, да, то такие, куда можно всего порядок внести и поставить на место управляющую компанию, тем более, если они такие некорректные горожане. И в крайнем случае, получается, пусть обращаются к нам, мы тогда пойдем к ним и будем на них воздействовать. Ну, а я хочу сказать, чисто там, где не мусорят. Поэтому здесь разбились жители дома на 2 лагеря. Те, кто за чистоту, и тем, кому безразлично. Мы заходим, в этом же доме находится управляющая компания. Это смешно на самом деле. И сейчас мы заходим туда. Здравствуйте. А где вы встаем, а где начальник сидит? Меня зовут Марика, с городского портала «Ванклик». У нас 16 января поступило заявление, с кем можно поговорить. Кто начальник? Холодная вода, мы поговорили, не определились, кто с кем, не надо снимать. Посидим, поговорим, хорошо? Отрабатываем всю нашу. Можно так? Как вы зовут? Я готов. Сейчас я вам объясню. Уборка производится ежедневно, но только не влажная уборка. Влажная уборка сейчас нельзя. В подъездах стекла выбиваются. Если влажную уборку сделать, люди будут падать. Поэтому делается только уборка, так подметать все это. А курки сами видели. У нас же есть закон, что нельзя в подъездах курить. Вот пока мы днем что-нибудь видим, да, люди не курят. Как мы уйдем в подъездах и курят, и пьют. Мусор, вот видите, мусорка чистая стоит, да? Вот у нас санитарная точка чистенькая, вывоз, все нормально. Мусор не доносят. Все это у меня вот сегодня сколько пакетов увидели? 2, 3? Один. Один. Ну, до 3-го этажа. Ну вот, смотрите, 1 пакет увидели. У меня ежедневно эти пакеты выносят. Если их не выносить 2 месяца, вы бы поняли, сколько, вы сами представьте, сколько этих там пакетов было. У меня уборщица, не уборщица, а грузчиком работает. Вместо них все это вносит. Просто опять же объясню, да? Если человек вот этого не делал бы, гораздо чисто было бы, правильно? Просто одну сторону смотрят. Да, вот видите, 2 месяца тут не убирать. Вы представьте себе, что бы тут творилось, если бы 2 месяца не убиралось. Управляющая компания «Столичная» также находится в промышленном округе. О том, что более 2 месяцев в подъездах не делается уборка. В принципе, мы это сейчас сами зафиксировали, да, то, что там действительно безобразие форменное, как бы, да, поговорили с руководителем управляющей компании, он всячески пытался как-то пояснить то, что в его функционал только является это уборка лестничных пролетов. Ну, а вот эти вот рекреационная зона перед квартирами, это не его обязанность. Это правда? Это деревянный дом? А? Деревянный дом. Нет, каменный. А где общежитие вот эти? Это общежитие, многоквартирное общежитие. Ну, вместо общего пользования только убирают, да. Вот. То есть Получается, лестничные лестничный. марши, да, то, что у них коридор, это не сами. Это на практике так везде. Ну, у них и пролет, в принципе, там не видно, что уборка идет. Ну, сам гендиректор вполне сказал, возможно. что каждый день убирается, но не видно, что каждый день убирается. После нашего приезда и вопросов он сказал, что проконтролирует. Ну, далее тоже, в свою очередь, проконтролируем, что будет вопрос. Так, по капитальному ремонту я вам объясню. Значит, насчет покраски я вам объясню. В 2016 году вот на эти подъезды все перекрасили. Если вы видите, что краска не такая старая, как можно сказать, что давно ничего не делалось. В 2016. Хотя в обязанность управляющей компании она не входит. И даже она не входит в капитальный ремонт. Ремонт подъезда входит собственника и нанимателя обязанности. Вот, значит так, мы хотя обязаны, да, провести собрание и все такое. Я думал, что я сам покрашу, года на 3, на 4, пока капитальный ремонт будет, хватит. А тут сами видите, рвут, красят и все такое.
И по поводу детской площадки. Есть, оказывается, заявление, Есть заявление. но она на рассмотрение еще ничего не решили, Секунду. Детское заявление, детскую площадку я в позапрошлом году установил, через месяц его растащили. Потом нам еще депутат дал, Акимов. Установили, все красиво, депутат сам посмотрел, радуется. И вы что думаете, опять через месяц его нет? Потом мы установили сюда железные. Жильцы не захотели, железные не нужны. Мы их тоже убрали. После мы заявку сделали в управу. Управа с нами согласовала, вот это есть же спортивные, вот это спортивные детские площадки, сейчас они в моде. Вот. Решили их установить. Пока еще ни ответа, ни привета. Ждем. Получается, 2 общежития, и детей достаточно много. Близлежащих площадок у них особо нет. Поэтому мы все равно будем учитывать этот двор. Предлагали в том числе управляющей компании выйти на конкурсную основу, чтобы подать в качестве заявки, может быть, народный бюджет. Но, к сожалению, они это не выставили. Но все-таки управа это знает этот вопрос. Вопрос решится, да? Да. Не обещаем, конечно, что в этом году, но все-таки в ближайшее время думаю, что будет там детская площадка в этом дворе. А вообще, управляющая компания вот, столичная, она как вы оцениваете ее деятельность? Справляется она? Ну, удовлетворительно, скажем так. Удовлетворительно? Вы еще говорили, что очень много заявок каких-то поступило. Заявок на столичного много. Ну, фактически 29 адресов. Заявок 59, то есть с одного адреса несколько заявок. А причина в чем у них? Не успевают они или как? Нехватка кадров, скорее всего. Ну, тоже вопрос к управляющему. Хорошо. В принципе, мы услышали ответы, и уже одну проблему, которая поступила, и у нас стояла в статусе нерешенная, она решается и будет в статусе в процессе. Мы подъехали на адрес автодорожного 40/1В. Здесь находится рядом магазин. Заявка поступила 18 января о том, что здесь образовался вот такой вот массив из песка, щебня и грунта. Здесь находится вот проезжая часть. Автодорожный округ прокомментировал о том, что был передан в детский сад. Детский сад находится рядом, что по утеплению весной это уберут. Но заявителю Николай, ему не понравился ответ, он сказал, что это не ответ, потому что катаются дети, устроили горку, и они могут попасть под колеса автомобиля, потому что рядом находится проезжая часть. Мы обратились к начальнику автодорожного округа, он сказал, что вскоре уберут. Был звонок вчера, и сегодня мы уже видим, что начали работать. Николай Владимирович, заявитель, он обратился к нам в OneClick, заявка о том, что уже сколько вас... Куда вы обращались? Нет, до этого я тут просто стояли, ждали дочь свою в садике, и тут женщина тут ходила, ругалась. Думала, она обратится, это в прошлом году было. То есть это с какого времени? Со дня выборов, вот когда начали строить это, все завезли, детскую, да? Выборы закончились, и осталось. И все так и стоит. Я думал, та женщина обратится, это было. Ладно, думаю. А тут смотрю, лежит-то лежит. Потом смотрю, мои дочери начали кататься, идут, машины проезжают, и давай. Люди падают, скользко. Проезжая часть закрыта с той стороны. Да, вот пешеходка закрыта. Вот машина приезжает. И о том, что это все так быстро решили. Дочь моя тут в садик ходит, и старшая дочь учится. Они все равно бегают, что-то покупают, под машину могут попасть. Ну и на фотографию, то, что я фотографировал, там дети видно, что они катаются. Ну и мои тоже катаются, но правда они вот сюда катаются. Другие-то по-другому катаются. Если места мало, соответственно, они сюда идут. Потому что вот видите, ничего нет, все убрали. Хорошо. Но зрителям мы хотим посоветовать, и если у вас есть какая-то проблема, которая не решается длительное время, обращайтесь на сайт OneClick Якутск в сервер мониторинг проблем.